Не дорогами, так яркими красками Якутск превращается в один сплошной мольберт. Разрисованные фасады жилых домов уже не удивляют. Масштабные полотна для якутян как нечто обыденное. В том смысле, что так и должно быть. В столице уже поработали авторы из Москвы и Италии. Некоторые работы якутяне критикуют, другими восхищаются. Никакого равнодушия. Юрий Осипов увидел каждый арт-объект, пообщался с художниками и горожанами. Священный табун мифических лошадей уже виден над Владимировкой. Арт-объект будет состоять из 99 голов. Автор идеи – известный художник Николай Полиский. Необычный как сама идея, так и ее воплощение. Каждая лошадь – килограммы тольника. Это центральная лошадь священного табуна. Отсюда по кругу, подобно Солнцу и его лучам, будут располагаться остальные 98. На одну конструкцию уходит от 700 до 1000 веток. Выглядят они довольно внушительно. Одна лошадь – 3 дня работы. Каркас собирается вот такой. И затем вот тонким тальником вот все это плетется, покрывается, дается объем. Потом еще вон головы отдельно тоже собирается. Каркасы собирает отдельная команда. Ставят тоже отдельная команда. Плетут тоже отдельно все это. 3 этапа. Создавать лошадей художникам помогают волонтеры. Вообще решила участвовать, когда узнала, что это Николай Полиский, довольно известный ленд-арт-художник. Впервые я видела его работу в Москве, но тогда я еще не знала, что это Николай Полиский. И вот я очень сильно заинтересовалась и решила, почему бы не поучаствовать, стать волонтером, прикоснуться к искусству, улучшить нашу республику с точки зрения искусства. Поэтому я очень рада оказаться здесь и внести свой вклад в это. В планах подсветка священного табуна. Открыть арт-объект планируют 9 сентября, в день города Якутска. Инсталляцию создают в рамках 5-й биеннале современного искусства. Другой проект – разрисованное здание на Лермонтова. В прошлом году на жилом доме появился рисунок с девушкой. Условное название – «Северянка». Автор – московский художник Евгений Желваков. Привет, Якутск! Привет, Саха! Я тут в Москве рисую стенку и вспоминаю, как в прошлом году это же время проводил у вас, последние дни лета. Было очень здорово. И надеюсь, что мою работу не закрасили. И вообще я даже слышал, что у вас полным ходом идет биеннале современного искусства, так что будет даже еще на что посмотреть. Очень рад за вас. Всем привет! Очередным украшением Якутска благодаря биеннале стал национальный чорон на здании возле Талого озера. Автор – итальянский художник Агустино Якурчи. Чорон стал популярен среди горожан. Фотографии заполнили социальные сети. Но не все арт-объекты горожане сразу приняли. Так было с картиной на бывшем здании церкви по улице Лермонтова. У людей возникают разные ассоциации с этим. Некоторые видят там что-то, некоторые видят собаку, некоторые видят лицо. Они как-то оживляют город. И на данный момент, когда нету большого количества рисунков на зданиях, и это всего лишь по каким-то районам единичные случаи, это выглядит нормально. Работу Андрея Адна долго критиковали, однако со временем жители Якутска поняли замысел автора. Это украшает город, конечно, это очень даже глаза радует. Это хорошо. Какое-то разнообразие вносят в наш город. Уже здание интереснее смотреть. Биеннале современного искусства в этом году проходит под девизом «Ситим» от составляющих «Сити» – город и «М», что означает «музей». Буквально музей, выходящий в город. Сейчас уличное искусство довольно популярно, и, конечно, те города, которые становятся фактически музеями под открытым небом, повышают свою узнаваемость и появляются на карте мирового уличного искусства. И я считаю, что для городов это большой плюс, особенно для небольших. Кроме того, что это польза для жителей города, это также возможность и цель приехать туристам в этот город. Арт-объекты оживляют Якутск, только в городе достаточно негативных примеров.
то, что должно украшать, к сожалению, превращается в добычу вандалов. Но как ухаживать за этими объектами искусства? Терминатор, открытый в 2014 году в рамках биеннале, сейчас представляет из себя печальное зрелище. По нему видно, что за ним не ухаживали не то что месяцами, годами. Возникает вопрос, а кто должен следить за арт-объектами? Но они, конечно, имеют характер временный, эти объекты. То есть это не такие крупные, серьезные объекты, которые должны стоять вечно. Вот. Но, тем не менее, они требуют все равно подхода, ухода. И здесь зависит не только от того, что на балансе, допустим, у городской управы стоит, здесь зависит еще и от отношения жителей. Жители понимают, что Якутск должен меняться. Благодаря арт-объектам появляется интерес со стороны туристов. Серый пыльный город начинает играть яркими красками. Каждое новое произведение, которое появляется на улицах, радует и удивляет. Единственный вопрос – куда пропадает весь позитив, когда мы начинаем прикладывать руку к искусству? Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем.